Скажите, пожалуйста, кто из вас секретарь Центрального комитета Компартии Хорезмской Народной Советской Республики товарищ Рязаев? Я. А вы кто? Мирит, командующего войсками ислама великого шейха Джунаид-хана. За измену вере и нации вы приговорены к смерти. И я привожу приговор в исполнение именем Бога. Кирилл Акимович, а что рассказывает следователь? Какое отношение имеет арестованный нашими чекистами Аюбек к фанатику, который пытался убить меня на прошлой неделе? Да нет никакого. Аюбек — резидент Бухары. Он был послан с письмом эмира в ставку Джунаид-хана для переговоров по поводу обмена золота на оружие. А сам Аюбек молчит. Молчит и, конечно, ничего не скажет. Но зато мы теперь знаем главное. Золото, которое украл Джунаид-хан из Хивинского банка, находится в пределах Хорезма. Если в ближайшие дни не узнаем, где хранит золото Джунаид-хан, басмачи увезут народное достояние за кордон, купят на наши деньги оружие и задушат советскую власть в Хорезме. А что, если направить в ставку Джунаид-хана нашего чекиста с документами Аюбека? Я думал об этом. И кого предлагаешь? Джуму Мутниязова, следователь ЧК. У Джунаид-хана собачье чутье. Нет, не случайно погибли наши чекисты. Дильшата Сигбатуллина мы потеряли. А ведь операция по розыску золота готовилась очень тщательно. В провале группы Сигбатуллина надо разобраться особо. И все-таки следует рискнуть еще раз. Рискнуть? Речь идет о жизни и смерти республики, Кирилл Акимович. Это я понимаю. Мутниязов коммунист? Да, потомственный. Сын ветерана революции Байсунова. Разве каждый из нас, коммунистов, не готов отдать жизнь, если речь идет о том, быть или не быть советской власти в Хорезме? Будем считать вопрос решенным, Азиз Талипович. Да. Но теперь об этой операции будут знать только трое. Ты, я и Джума Мутниязов.
Здравствуй, Курбанбек. Вот мы и встретились почти через 20 лет. Не забыл. Как я могу забыть тебя, Джума? Здравствуй. Босоногий разбойник, гроза нашей махали. Рад тебя видеть, друг мой. Я тоже. Курбан. Слушай, а помнишь, как ты защищал меня от кишлачных ребят? Еще бы не помнить. Это было давно. Да, давно Теперь было. тебя трудно узнать. А Очень трудно. тебя-то, Джума. Курбан, а Назиру Пивунью тоже помнишь? Да, как же не помнить красавицу Назиру. Она не хотела выходить за меня замуж, потому что я был слишком богат. А за меня ее не отдавали. Я был слишком беден. Да. Все прошло. Прошло. Как ты разыскал меня в этих песках? Вот это друг. Ты, между прочим, был всегда настоящим джигитом. Любил так любил, ненавидел так ненавидел. А я к тебе по важному делу, Курбан. Подожди. Понимаешь, Джунаид хану прибыла важная персона. Посол эмира Бухары Аюббек. Я должен с ним встретиться. А мы с тобой потом посидим. Нам есть о чем вспомнить. У меня к тебе 1000 вопросов. Курбан, Аюббек — это я. Да? Мы задержали посла эмира. Я пришел к Джунаид хану с документами Аюббека. Ах, вот оно что. Значит, ты чекист. Так. Напрасно ты рассчитывал на меня. Я рассчитывал на твою порядочность, Курбан. Неужели совесть позволит тебе, чтобы банда разбойников увезла достояние нашего народа за рубеж? Курбан, помоги вернуть золото Хорезму. Сдай оружие. У меня нет оружия. Послушай, Курбан, твой отец на свободе и живет в Ташкенте. Нашлись люди, которые предлагали арестовать его из-за тебя. Но мы не допустили этого. Подумай, Курбан, кто же ты в конце концов? Ну как ты можешь быть пособником шайки бандитов? Сейчас сюда придет Джунаид хан. Пусть он сам решит твою участь. Ты совершил ошибку, рассчитывая на нашу дружбу. Это было в далеком детстве. Ничем не могу помочь. Посол Его Величества Светлейшего Эмира Бухары Аюббек. Давно вас ждем,
господин Аюббек. Великий хан, в этих песках вас не может разыскать целая армия большевиков. Никто не смог указать мне место вашей ставки, несмотря на фирманы мира. Я всюду и нигде. В песках свои законы войны, господин Аюббек. Здесь границы, открытые ветру. Оружие в обмен на золото мы получим не позднее осени, так обещает эмир. С нами пойдет на Хиву конница эмиров 1500 сабель. Это очень приятные новости. Но меня сейчас вот что беспокоит. Советская власть набирает силу в Хорезме, а мы с эмиром одними бумагами обмениваемся. Я не могу долго ждать. Мне нужно оружие. Оружие! Многие в Бухаре недоумевают, великий хан. Зачем вам покупать оружие? Вы давно могли бы получить его бесплатно. Лишь бы оно было направлено против Советов. Откуда? От кого? Кто даст его бесплатно? Нет. Да будет вам известно, заморские господа никому бесплатно ничего не делают. За свое оружие они потребуют у меня концессий, как только я освобожу Хорезм от большевиков. А я не желаю ничем и никому быть обязанным. Но совсем недавно вы не отказывались от иноземного оружия, мой хан. У меня не было золота. Я исправляю свою ошибку. Полковник, напишите ответ эмиру Бухары сегодня же. Укажите пароль, сроки и место встречи каравана с золотом. Что с вами, полковник Ишенкулов? Нет, ничего. Я слышал ваш приказ, великий хан. Ответ будет подготовлен сегодня же. Хорошо. Нам пора. Господин Аюббек до отъезда будет вашим гостем. Пойдемте со мной, господин Аюббек. Я вам покажу кое-что любопытное. Председатель Хорезмской ЧК Сигбатуллин. Сигбатуллин? Не слышал о таком. Разве? Он же известен бухарской разведке. Может быть. Но я дипломат. И к разведке не имею никакого отношения. Этот чекист хотел перехитрить меня, выкрасть мое золото. Другими словами, пытался отрубить мне руки. Я отрублю ему голову. А вообще-то он смелый. Люблю таких. Просто жаль расставаться с ним. Амания Саглы!
Господин Аюббек, прощайте. Передайте его величеству Саиду Алимхану благодарность и мои уверения в искреннем уважении к нему. Но спроси. Ну спроси же, наконец, почему я не выдал тебя? Почему? Трудно тебе, Курбан. Сложный ты человек. Судьба отца, старая дружба. У нас политические разногласия. Но я не хочу. Не хочу, чтобы из-за этого проклятого золота Джунаид-хан потопил в крови народы Хорезма. Не хочу. Ты видел? А я каждый день вижу. Каждый день. Зачем ты служишь ему? Не знаю. Не знаю, не спрашивай ничего. Ну вот что. Ты уходи отсюда. Сейчас же уходи. Сердись, я тебя понимаю, Караташ. Тебя бы сейчас, конечно, в атаку, но нельзя. Время другое. Нельзя же всю жизнь воевать. Ты же знаешь, мы трудимся на благо мировой революции. А это дело очень важное. Сейчас надо пахать землю. Караташ, сердишься все-таки на меня, а? Чаю бы попить, дочка. Мы с тобой из одного кишлака, Караташ, один хлеб едим. А ты что-то заважничал в последнее время. Смотри, если и дальше так пойдет, обменяю на кобылу. Дай мне теперь вот так. Так, вот это ты любишь. Угу. Отец! Кто-то скачет! К нам, кажется! Кто бы это? Здравствуйте, отец. С трудом выбрался. Подожди. Джума, здравствуй! Приехал! Отец, что с вами? Как я рада! Здравствуй, сестренка. Я так по тебе соскучилась. Я тоже. Отец, что же вы не здороваетесь, а? Не торопись. Ты лучше пойди и приготовь нам поесть. Оставь нас. Ты чего это так вырядился? Или, может быть, советником эмира стал? Я и в самом деле советник эмира. Так надо. Это моя работа, отец. Вот все, что могу сказать. Больше ни о чем не спрашивайте.
ясно. Вопросов нет? Здравствуй, здравствуй, сынок. Здравствуй. Ну вот что, идем-ка, нам есть о чем с тобой поговорить. Сестра твоя замуж выходит за хорошего парня из нашего кишлака. Ты его знаешь, сын Эргаша Ахмедова. На свадьбе Санабар я обязательно буду, отец. А сейчас я ненадолго приехал. Через 2 часа мне надо быть в Хиве. Ладно. Ты, я вижу, чем-то встревожен. Да нет, ничего, так. Что у тебя там случилось? Говори, не скрывай, ведь я же отец тебе. Много чего накопилось. Да не все говорить можно. Да, гляжу я на тебя и думаю, что-то рано, ох, как рано ты посидел, сынок. Я и сердцем посидел, отец. Это ничего. Значит, весь ты в меня пошел. Наши корни крепкие. Они далеко ушли в землю. Многие хотели их вырвать, и ханы, и беки. А где они теперь? Нет их, селенок не хватило, надорвались. Так-то, сынок. А нужно будет, мы беды и не такие вынесем. На моих глазах Сигбатулина убили. А я должен был молчать. Понимаете, молчать и все. Но я-то не железный. Да о чем ты говоришь? Железо слабее человека, сынок. Седлай коня, дочка. Мы в ЧК разработали подробный план операции. И разглашать его считаем неразумным. Я прошу членов бюро доверить захват каравана с золотом мне и товарищу Карташову Кириллу Акимовичу. А здесь Талипович в курсе дела. А мы здесь кто? Что это? Тайна от нас? Коммунистов? Руководителей республики? Мы руководствуемся интересами защиты завоеваний советской власти, товарищ Атамаксумов. И вопросы престижа здесь ни при чем. После завершения операции мы доложим о ее результатах членам бюро ЦК. Заходите. Смелее, смелее. Скажи, Аксакал, кто это? Это товарищ Маркс. Учитель товарища Ленина. Товарища Ленина. Значит, хороший человек. Товарищи руководители республики, для защиты советской власти от паразитов и прочей контры в Хиву прибыл отряд ветеранов революции в количестве 200 человек. Будьте уверены, не подведет старая гвардия. Командир отряда Байсунов. Карташов! Здравствуй, дружище! Балтийский матрос! Ну, здравствуй, старый буденовец! Рад тебя видеть! Рад видеть! А ты такой же, все такой же. Вы уверены, полковник, что Аюбек есть Аюбек? У меня он не вызвал подозрений, великий хан. Вы знаете, чем отличаются фальшивые деньги от настоящих? Тем, что они сделаны лучше. Великий хан, в советнике эмира я уверен, как в самом себе. Легкомыслие погубит тебя, а мания заглы. Поведете караван
другими тропами, через дальние колодцы. Усильте охрану. Слушаюсь. Да поможет нам Бог. Аминь. Аллаху Акбар. Следите за движением каравана. Если отклонится от маршрута, захватите его. Если нет ни одного выстрела. И надо подстраховать чекистов. Мало ли что может случиться. Джунаид хан умен. Да, не дурак, что правда-то правда. Да будь он проклят, шакал. А чего нам с этим караваном возиться? Возьмем да перебьем бандитов, захватим золото и все. Нельзя. Важно не только вернуть золото. Хотя это главное. Важно узнать связи Джунаид-хана на нашей земле. Кто ему помогает? Сколько их? Сколько? Ясно? Ясно. Ты вон что задумал. Молодец. До свидания, желаю удачи. Спасибо. Петляет караван, товарищ командир, но к цели идет точно. Прошел заброшенный колодец. Новости хорошие. Молодец. Отдыхай. А дальше вот что было. Мы воевали тогда под Воронежем, и вот однажды вызывает меня Буденный. Прихожу я, командарм говорит: вы награждаетесь, товарищ Байсунов, золотым оружием. А я отвечаю: зачем золотое оружие мне, Семен Михайлович? Лучше подарите мне карточку товарища Ленина. Жив останусь, в Хорезме всем показывать буду. Хорошо, для вас постараюсь, товарищ Байсунов. И вот через 2 дня снова вызывает командарм. Вот вам, говорит товарищ Байсунов, фотография Владимира Ильича. Даю карточку с его личного согласия. И еще, сказал Семен Михайлович, я специально с Ильичом по телеграфу разговаривал. Вот да, что? Командарм Буденный разговаривал с самим товарищем Лениным о вас? Да. Выходит, товарищ Ленин знает вас? Я видел товарища Ленина, но познакомиться с ним не пришлось. Не осмелился к нему подойти. А я бы подошел. Не все такие, как ты. Ну, подарил вам Семен Михайлович фотографию. Да, подарил фотографию. А потом и говорит: хотим мы, товарищ Байсунов, направить вас на родину, в Туркестан. Нам так посоветовал товарищ Ленин. И еще Ленин сказал: надо, чтобы в Хорезме узнали правду о революции в России, о ее людях. Наказ Ленина, отвечаю, выполнил. Ну вот,
Еду поездом через Москву. И в вагоне слышу разговор, что на Красной площади завтра Ильич Сеичу должен будто бы выступить. Ну, думаю, соображай, Байсунов. Я сразу же сошел с поезда в Москве и стал всех спрашивать, как на Красную площадь попасть. А там народу, видимо-невидимо. И тут вдруг на трибуну поднимается наш вождь Владимир Ильич. Знаете, наверное, часа 2 говорил Ленин. А для меня они пролетели как 1 минута. И то, что я услышал, запомнилось мне на всю мою жизнь. Владимир Ильич тогда вот что сказал. Революция произойдет во всем мире, но у каждой страны к ней свой путь. Социалистическую революцию в России совершили рабочие с помощью крестьян. А там, где нет пролетариата, там произойдут, сказал Ленин, народные революции. Рано или поздно, но произойдут. А если трудящиеся народных республик захотят построить у себя социализм, то советская Россия всегда придет им на помощь. Вот что сказал Ленин. Ты что ворочаешься? Тебе тоже не спится, Климамат, а? Душно что-то. Тучи собираются. Должно быть, дождь пойдет. Ты очень хорошо о товарище Ленине нам рассказывал. Матнияс, хотел бы я знать, а орден есть у Владимира Ильича? Вот об этом я и сам думал. А есть или нет, не знаю. Как же так? Чтобы у Ленина и не было ордена. Матнияс, тогда надо наградить товарища Ленина орденом Хорезмской Народной Республики. Правильно. Но ведь своего ордена у нас нет. А жаль, республике нужен орден, как думаете? Верно, нам нужен орден. Да у нас много чего не было. А теперь есть. Напишем письмо правительству. Молодец, Батыр. И все подпишемся. Все как один. Хорошо бы начать его так. Товарищи руководители Хорезмской Народной Советской Республики. Стой! Кто идет? Ким Келяды? Повторяю вопрос. Стой! Кто идет? Ким Келяды? Стрелять буду! Бывший матрос первой статьи Кирилл Карташов. Здорово, Иван. Образование повысил. 2 языка одолел. Ай да боцман неделя. О, Карташов! Да как же ты меня узнал-то? Холера тебе в бок! Тут же тьма египетская! Так от тебя ж за 3 версты спиртным несет. Старый буксир. А вот и врешь. Я с 17-го года как завязал. Правда, не совсем уж туго, но завязал. Ходите сюда. Мне нельзя с поста. Стратегический груз ожидаем. Я сейчас Карпенко вызову. Он у нас старпом. Погоди. А кто это там рядом с тобой маячит? Адмирал Нахимов. О, брось баки-то забивать.
Светлой памяти его высокопревосходительства товарищ адмирал Нахимов давно померли. Царство им небесное. Ну, ходите сюда, адмиралы. Джунаид хан хочет переправить золото на вашем пароходе в Чержоу, за пределы советской территории. Короче говоря, надо вернуть это золото народам Хорезма. Друзья, вы многое сделали для революции на Балтике в 5 году. Вас не сломили ни тюрьмы, ни ссылки. Вы оказали нам большую помощь в 20-м. Теперь республика снова в опасности. Мы надеемся на вас. А капитан Стерва сказал, что мы выполняем задание большевиков Хорезма. Ладно. С капитаном мы сами разберемся. Мы вам тут привезли кое-какие гостинцы. А ну, вставай. Вставай, говорю, продажная тварь. Как вы смеете? К вам гости из коня Ургенча. Понял, шкура? Понял. Гостей примешь по всей форме. И ни звука мне, мигом пущу в расход. Ты меня знаешь. Выполнишь задание, отпущу на все 4 стороны. Слово балтийского матроса Карпенко. А мне я соглы. Встретим. К вам гости из коня Ургенча, капитан. Добро пожаловать! Давно вас ждем! Проходите! Здрасте. Рад вас видеть. Позвольте представить. Это моя команда. Товарищ комиссар, вы оставайтесь здесь, а я займусь грузом. Здравствуйте, Ишанкулов. Мне надо поговорить с Жумой Матниязовым. Я в курсе. Проводите. Прошу.
Я сделал все, что от меня зависело. Спасибо, Курбан. Это не забудется. Операция с золотом разработана по минутам. Пережди здесь. Уеду в Ташкент. У отца буду жить. А может, у брата. Я напишу письмо Мир Шарапову. Не надо. Я не готов перейти на сторону советской власти. Говорю с тобой прямо. Не готов. Подумай. А письмо Мир Шарапову я все-таки напишу. Командир, обратили внимание? На палубе полковника Ишанкулова не видать. И давно. Обратил. Побудь здесь за меня. Есть. Где капитан? Капитан отдыхает. А где комиссар Ишанкулов? Полковник Ишанкулов арестован. Хорезмская ЧК. И вы тоже арестованы, господин Аманияс Аглы. Где я мог вас видеть? Не может этого быть. Аюбек! Умный Джунаид хан. Становись за штурвал. Отдать швартовые. Есть отдать швартовые! Пойдем на Ургенч. Есть! Идти на Ургенч! Погрузились. Все в порядке. Пароход идет на Ургенч. Так, пока наша помощь не понадобилась. Будем сопровождать пароход по берегу. Мало ли что может случиться. За мной.
Кимки ляды. Кто идет? Я выведу охрану из кишлака. В пятницу, говоришь? Ну что ж. В Ташкенте тебя встретит Амания Заглы. Так будет лучше. В какой тюрьме Курбан и Шанкулов? Я выясню и сообщу вам. И этого не знаешь. Глава правительства. Поедешь в Ташкент до пятницы. С благополучным прибытием в Ташкент, товарищ Тамаксумов. Спасибо. Вы уже здесь? Оперативно действуете. Приказ главнокомандующего. С этой минуты я в вашем распоряжении. Прошу. Да, с вами не пропадешь. Как сказать, бывало и пропадали. Налево. Ну, Ташкент. Город моей юности. Мне здесь каждый камень знаком. А где находится антикварная лавка брата Курбана и Шанкулова? Вам тоже известно? Вот этого я не знаю. Приказано навестить. Ясно. Так сколько же вам нужно оружия, товарищ Тамаксумов? По нашим сведениям, войска Джунаид-хана вооружены до зубов. Для ополченцев Хорезма необходимо 5000 винтовок, 3 миллиона патронов, примерно 20 пулеметов, 6 пушек, если можно, фураж для коней. Так, а тачанки, бронепоезда, аэропланы вам не нужны? Простите, я что-то вас не понимаю, товарищ Ибрагимов. Вы шутите? Это вы шутите, товарищ Тамаксумов. Скажите, откуда у вас сведения о том, что Джунаид-хан вооружен до зубов? Если это так, то зачем ему надо было торопиться с обменом хивинского золота на оружие? Джунаид-хан ждет пополнения из Бухары, а сведения о вооружении сообщили нам люди, бежавшие из его банды. Бежавшие? А может, подосланные? Да, Джунаид-хан сильный и опасный противник. Но не настолько, чтобы противостоять регулярным частям Красной Армии. Вы же знаете, товарищ Ибрагимов, в Хорезме нет регулярных частей Красной Армии. У нас только народное ополчение. Ну зачем же отрывать всех дихкан от земли? Не лучше ли в помощь народному ополчению Хорезма направить регулярные части Красной Армии? Это было бы замечательно. Но видите ли, в чем дело? Не хотелось бы в руки наших врагов давать повод для клеветы на советскую власть. О чем вы говорите? Начнется вой в стане врагов. Экспорт революции, вмешательство в дела других государств.
Какой же это экспорт революции, товарищ Атамаксумов? Если революция в Хорезме уже произошла. Джунаид хан наш общий враг. И защищая советскую власть в Хорезме, мы отстаиваем завоевание революции в Туркестане. То, что вы сказали здесь, это ваше личное мнение? Это мнение правительства Хорезмской Народной Республики. Мы уверены, что с бандами Джунаид-хана справимся сами, если у нас будет оружие. Ну что ж, если вы так настаиваете, мы не можем не считаться с вашим мнением. Но я обязан согласовать этот вопрос в ТуркЦК. Я понимаю. До свидания. Жду вас завтра в это же время. Благодарю вас, товарищ Ибрагимов. До завтра. Что случилось, Анвар? Отец говорит, что ты меня разыскиваешь. С ног сбился. 3 человек посылал за тобой. Слушай, Курбан, вчера приходил сюда один тип. И что же? Худощавый, невысокий, и спрашивает меня: вы родной брат Курбана Ишанкулова? Не знаете, где он сейчас? И что ты ответил ему? Я сразу почувствовал, что дело неладное. Не знаю, говорю. Хоть он и брат мне, полгода не имею сведений о нем. Правильно ответил. Если еще кто будет спрашивать меня, скажешь, что брат твой сидит в хивинской тюрьме. Понял? В тюрьме? Да. Но как же... Так надо, Анвар. Теперь все ясно. Это люди Джунаид-хана. Будь осторожен с ними. Я буду здесь. Хорошо. Здравствуйте, товарищ Ишанкулов. Здравствуйте. Мы к вам. Очень хорошо. Рад видеть вас. Милости прошу. Мы ненадолго. Вы обещали узнать? Да, узнал через верных людей. Арестован чекистами. Сидит в хивинской тюрьме. Вы друзья его? Ближайшие. Это очень тяжелая для нас новость. Очень тяжелая. Если ваш брат арестован, лавка может быть под наблюдением. Вы знаете, ко мне приходит один кавказец. Он все покупает, даже не спрашивает о цене. Может быть, он чекист? Вы не могли бы помочь нам найти квартиру? На время. Конечно. С удовольствием помогу. Прошу вас. Как можно отказать друзьям Курбана? Я для вас все сделаю. Все. Только умоляю вас, не оставляйте моего брата в беде. Умоляю. У нас есть такая возможность. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вот адрес. Это недалеко. Вполне надежно. Свое обещание мы выполним. Не беспокойтесь. Дай Бог вам удачи. До свидания. До свидания. Товарищ Миршарапов? Да, это я. Слушаю вас. Я всюду искал вас.
У меня к вам дело, не терпящее отлагательств. Прежде всего, с кем имею честь? Бывший полковник Курбан Ишанкулов. Вот оно что. Долго же вы шли к нам. Честно говоря, ждал вас раньше. Письмо от товарища Матниязова я получил месяц назад. Раньше я не был готов к встрече с вами, а теперь принял решение. Окончательное. Разрешите доложить все по порядку? И, пожалуйста, без промедления. Хорошо. Идемте. Есть. Нынче утром внучка спрашивает меня: скажи, деда, ты всегда был директором фабрики? Видишь, как времена меняются, Кузьмич, а? Теперь все понятно. Незадолго до приезда Ата Максумова мы получили письмо из Хивы. Секретарь ЦК Компартии товарищ Рязаев просит направить в Хорезм регулярные части Красной Армии в порядке братской помощи. А глава правительства требует только оружия. Вот это и насторожило меня. Надо немедленно арестовать Ата Максумова и Аманьяза Аглы и доставить их в Хиву. С вами, товарищ Ишанкулов, поедут наши чекисты. Вы согласны помочь нам? Согласен. Благодарю вас за доверие. Едет. Едет. Здравствуйте, дорогой учитель. А мы ждем, не дождемся вас. Здравствуйте, господин Аюбек. Прошу к столу, первый советник эмира Бухары.
простите ради Бога. Но гостей из вашего дома пришлось выгнать, а кое-кого и пристрелить. Мы почему-то им не понравились. А сестра ваша в безопасности. Мы же мусульмане. Законы мужской чести для нас превыше всего. Не удивляйтесь почестям, которые вам оказывают. Вы же теперь богатый человек. У вас столько золота, захлебнуться можно. А богатых людей мы уважаем. Достопочтенный обладатель ворованных миллионов. Золото украли вы, а я возвратил его законным хозяевам, народом Хорезма. Ну что ж, значит, разговор не получился. А я хотел обойтись с тобой по-хорошему. Может быть, твой отец вразумит тебя. Ну что, одумался, старик? В последний раз предлагаю. Уговори сына помочь мне вернуть золото, если хочешь сохранить ему жизнь. Я уже сказал тебе, шейх. А если надо, еще раз повторю. Мой сын — моя кровь. И он не станет предателем. А смерти мы не боимся, Джунейд-хан. Так что времени не теряй напрасно. Все равно у тебя ничего не получится. Легко хочешь умереть, старик. Я убью твоего сына. Дочь-невесту подарю своим джигитам, а ты живи. Доживай свой век, убийца собственных детей. Это ты, убийца. Это тебя и твоих бандитов проклинают в Хорезме. Это ты повсюду смерть сеешь, прикрывая знаменем ислама. Нет, не погасит тебе огонь в наших очагах. Люди станут проклинать тот день, когда ты родился на свет Божий. А дети наши будут жить. Да, жить! Хочешь ты или не хочешь, другие времена настали. Приготовиться! За предательство священных устоев ислама, по вероотступнику отставить. Я передумал. Убивать я сейчас тебя не стану. Ты будешь умирать постепенно, день за днем. Пустая затея. Нет, чекист, я сломаю тебя. Мой ультиматум направлен в Хиву. Ты убедишься, что золото для большевиков дороже твоей жизни. Это будет
началом твоей смерти. Что моя жизнь в сравнении с интересами республики? Вам этого не понять, шейх. Уйдите все! Ты объясни мне. Я шейх Курбан Мамед из рода Джунаидов. Хочу понять, что вы за люди. Я думал, что знаю душу простых мусульман, узбеков, казахов, туркмен. Считал, что никогда они не пойдут за вами. Коммунистами. Что вы обещали народам Хорезма? Почему они верят вам? Может быть, коммунисты — новая нация? А мы живем здесь, в песках, одичали и ничего не знаем? Может быть, Бог отвернулся от нас? Коммунисты освободили народы Хорезма из царской тюрьмы. И люди не хотят возвращаться снова в ваши застенки. С прошлым покончено навсегда. Хафиз Кары, перевезешь Матниязова из этой крепости в Пирмазар. Если начнется наступление красных, расстреляешь его. Ты меня понял? Все будет исполнено, великий хан. Я все понял. Первый эскадрон Рыскулова атакует басмачей у колодца Акбар-Манак. Крепость Акташ берет командир эскадрона Мухаммед Сиитов с приданным ему арт-дивизионом Камалова. В результате этого наступления мы хотим вывести из строя основные силы противника и в то же время прикрыть наших в районе Гурлена. Части народного ополчения имени Байсунова захватят крепость Кокташ. По данным разведки, там расположилась главная ставка Джунаид-хана. Да, это так. А байсуновцы поддержат пулеметный взвод Мансурова. Ясно. От Ишанкулова сообщений нет? Вроде бы рано. По времени он только должен добраться до крепости. Вопрос товарища Рязаева не случайен. Дело в том, что из хивинской тюрьмы бежал Аманияс Аглы. Как? Как бежал?
Господин полковник, что с вами? Откуда вы? Хафизкары, я разыскиваю вас по всем крепостям. Помогите мне. Рад служить вам, господин полковник. Воины ислама, настал решительный час. Пусть каждый истинный мусульманин утопит врагов нашей веры в их собственной крови. С нами Бог и священное знамя пророка. Помолимся Богу. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Сами'а Аллаху лиман хамида! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Хазраббек, ты отвечаешь за оборону крепости. С тобой останутся воины Каримбая. Слушаюсь, великий хан. Каримбай! За мной! Ешьте, господин полковник. Успею. Вы помните, прошлой весной Джунаид хан хотел повесить вас за пропажу коней? Помню. Это Амания Саглы украл их. Я знал, что вы тут были ни при чем. И с трудом убедил в этом Джунаид хана. Спасибо, господин полковник. Я многим обязан вам. Так вот, с тех пор Джунаид хан изменил отношение ко мне. Я здесь живу под вечным страхом, всего на свете боюсь. Хочу я вот о чем вас спросить. Где вы скрывались после того, как бежали из хивинской тюрьмы? У Мирзы Каримбая. В кишлаке Гурлян. Неужели в Гурляне? Ведь там у меня жена и 2 детей. Знаю. Я навестил вашу семью. Ваши сыновья Рустам и Гани учатся в школе. В школе? Просто не верится мне. Я и мечтать об этом не смел. Сыновья меня просили вот о чем. Напишите им, что вы боец Красной Армии. А то ведь их дразнят в школе басмачами. А это в Хорезме сейчас самая позорная кличка. Господин полковник, вы только на меня не сердитесь. Уж очень хотел бы детей и жену повидать. Помогите. Упросите Джунаид хана, чтобы отпустил меня. Он ведь вам не откажет. А я вас не подведу. Клянусь Всевышним. За такую вашу доброту ко мне я до конца жизни останусь вашим рабом. Зачем быть рабом? Я помогу вам вернуться к жене и детям навсегда. Вернуться навсегда? Как это можно? Я ничего не понимаю. Слушайте. И не задавайте мне сейчас лишних вопросов. Вы должны помочь мне. Через час войска Мир Шарапова начнут наступление.
освободите председателя ЧК Матниязова и уходите вместе с нами. Ах, вот что. Вы чекист. Как же вы пробрались? Кругом выставлены посты. Так. Слава Богу. Успел. Газеты врут, полковник. Врут газеты. Из тюрьмы не ты бежал. Я бежал из тюрьмы. Выйди вон. Теперь я с тобой рассчитаюсь сполна, предатель. Не лезь с оружием. Я выпущу в тебя все 7 патронов агентчика. Перестаньте дрожать, мне соглы. Возьмите себя в руки. Подумайте, что вам даст моя смерть. Она только приблизит вас к виселице. Покупаешь меня, красный полковник? Нет. Нет. Я Миша Анкулов. Я маньяк Углы. Я ненавижу большевиков. И всех, кто им служит. Зачем эта болтовня, мне соглы? Не ломайте комедию. Побежден не я, а вы. Не я боюсь вас, а вы боитесь меня. Я сейчас умру. А вы уже давно мертвец. Заткнись, изменник. Ты предал наше святое дело. И я сам выношу тебе приговор. Но я не убийца. Я воин ислама. И мщу за веру. За нашу святую веру! Курбан! Курбан! Скорей, скорей! Помогите, он ранен. Товарищ командующий, крепость Кокташ взята. Захвачено 272 пленных. Джунаид бежал. Пленных отправьте в Хиву. Скоро я буду там. Стойте. Пошли. Идемте. Пошли.
Лучше бы мне не родиться, полковник Ишенкулов, чем видеть тебя предателем. Эти двое чернь, всплывшие на поверхность. Ты же потомок правителей Хорезма. Я не могу гордиться многими из своих предков. И жалею, что служил вам, палачу народов Хорезма. От Ниязова взять живым. С ним особые счеты. Остальных уничтожить. Курбан! Великий хан! Великий хан! Идут конники Миршарапова. Вам надо уходить. Мы вас прикроем, великий хан. Держитесь до последнего дыхания. Я соберу под знамя пророка истинных мусульман и вернусь снова. О, великий Бог, не оставь нас в беде! Оставь нас в беде! Ушел, упустили. Не волнуйся, сынок. Не волнуйся. Никуда он не денется. Все равно ему конец. В честь наших побед над врагами революции правительство Хорезмской Народной Советской Республики постановило учредить в Хорезме Орден Труда. Орден воинской и трудовой славы. Он будет вручаться прежде всего героям, отличившимся в боях за власть Советов. Орденом номер 1 по просьбе народов Хорезма награжден вождь мирового пролетариата товарищ Ульянов Ленин.